Выходец из села Лыхны, выпускник Московского института электронного машиностроения. Расим Камля до 2006 года работал в Сухумском физико-техническом институте. Доцент АГУ является автором 25 научных работ, опубликованных в журналах Академии наук России и международных изданиях, а также 7 изобретений с авторскими свидетельствами. В этом году Расим Камля принял участие в первой международной конференции по материаловедению, проходившей в Сингапуре. Стран-участников очень много. Из Соединенных Штатов, из Англии, Австралии, Аргентины, Японии очень много было. Там даже перечислить их сейчас не успею всех. У меня были публикации раньше. Я выступал в Лондоне в 2019 году. Потом 2 публикации в американском журнале и 2 публикации в Великобритании. И специалисты, когда прочитали эти статьи, уже начали приглашать. Это уже не первое приглашение было. Вот на это приглашение удалось поехать. Несколько лет назад Расим Камля представил ученому миру свое доказательство теоремы Пьера Ферма. Его доклад «Единство материи и антиматерии» произвел большое впечатление на участников проходившего в Анапе Международного научного конгресса. И по предложению проректора Кубанского медицинского института работы Расима Аркадьевича были выдвинуты Конгрессом на Нобелевскую премию в области физики, но, увы, безуспешно. На прошедшей в Сингапуре конференции Расим Аркадьевич представлял доклад на тему природы слабого взаимодействия и радиоактивности. Вот есть такое слабое взаимодействие, одно из фундаментальных взаимодействий, которое рассматривает физика, она порождает радиоактивность. Вот про это я и рассказывал. Физика вообще сегодня рассматривает 4 фундаментальных взаимодействия. Это электромагнитное, гравитация, сильная, слабая. Так вот, природа 3 из этих взаимодействий до сих пор неизвестна была. Электромагнитное уже давно известно, это уравнение Максвелла, там все разрешено. А сильное, слабое, откуда берутся эти взаимодействия, неизвестны были. Сильное взаимодействие – это ядерные силы, энергия, которой человечество пользуется уже давно, а ее природа до сих пор была неизвестна. Про слабое взаимодействие тоже полностью известна природа этого взаимодействия. В конечном счете оказалось, что это электрические взаимодействия частиц вещества. В то же время, значит, то, что мы говорим, электрические взаимодействия, плюс-минус, мы говорим, это есть материя, антиматерия. Это самое фундаментальное открытие, которое мне удалось сделать. То есть это открытие на грани физики и философии. По словам Расима Камля, самое главное в научных конференциях, в особенности международных, это возможность обменяться опытом с коллегами-учеными и обсудить последние открытия. Действительно, там главное не доклад, который я зачитал, а общение с людьми, поделиться мнениями по тому или иному вопросу. Вот это самое главное. Этому посвящена обычно конференция любая. Вот. Можно и в журнале опубликовать, но когда со своими коллегами с глазу на глаз общаешься, вот это самое интересное. Конференция длилась всего 2 дня. Вот. Под впечатлениями были многие. Я буквально вчера получил письмо о том, что в декабре месяце в Дубае состоится конференция, и ты являешься членом оргкомитета. Вот такое письмо я вчера получил. Расим Камля в списках участников различных конференций и при публикациях научных статей всегда представляется ученым из Абхазии, из Абхазского государственного университета. И в завершении беседы отмечает, что без развития науки невозможно развитие общества. В этом с Расимом Аркадьевичем сложно не согласиться. Рада Чачава, Заур Кварча, Абхазское телевидение.